Добрый день, дорогие друзья! Учить, трудиться, думать смело, шагать, дороги хороши. Нет в мире радостнее дела, чем воспитание души. Бахишане сюриз пак халал зехмет, вихалти будова злая хлукемет. Шаг алач, хамжада вихалис девлет, намусис шехререх гаимали. Мектеп, зихаи мектеп, и гафар харден рик ай экюхи серал диркоязган. Адантар аялрин илкея. Хек адарк смерти час мумкин волганва. Чемектебда район дельверид ланиксан классный руководитель худай конкурс калефизва. Хелберта им зурбашад вилин юрья. Наставникам стихи и песни, сверкание вдохновенных строк, мудрейший изо всех профессий, величию звания, педагог. Зимали, мун хакикат хкетья, мун ашкади, кани вили, гюрчек вилин лишаня. Вон виш ахзур версинис кон физвай нурлуса эхя. Вон верит лайксан терса эсерия. Мы рады приветствовать вас на районном конкурсе классных руководителей общеобразовательных школ Сулейман-Стальского района «Самый классный 2023». Наш конкурс – это оценка творческого потенциала классных руководителей, признание их профессионального мастерства в области воспитания и развития личности ребенка. Наш конкурс не просто соревнование, это веление тревожной души. Это учиться большое желание, и все конкурсанты у нас хороши. Слово для открытия конкурса «Самый классный 2023» предоставляется начальнику управления образования муниципального района Сулейман-Стальский район Шахбабаеву Гусейну Рабидиновичу. Hörmətli konkursantlar, hörmətli kollegalar, ixtiyar siz ki районда в рамках года педагога, наставника физлой нубати мярекат, чьи районы руководство пота Лесаидну Сунистимирханову, чьи управление образования пота как живом пота кез мбарак кез, кез галкунархуй, кез ученик река, пинатарской, тербиги, элрика, лайхлук, алархатой. Хөрмәтле коллега Алисахта Бзифик Хернио, чьи министерство, коллеги должны ханехтилтар, классный руководитель роль Зурбоя. И поверьте им за тренеров, они не даст мне соврать, что, может быть, остальные службы, чахи класс комплекта Ровоски, да, они, может, менее востребованы, но и сято в свете того, что сейчас идет, вышло в кавычках, массовая охота на сознание людей, чьи джихилар, им самые уязвимые, самые вирила гзов соццентровой категории и классный руководитель захметный на Лапсурбоя. Фила гзов колахар Allah nuğunu çırıyordu, nuhayıfki tiçaz muzaf недостаток, арахоймжи бахтарачи Махачкалда, Акушинский район, Курак район, Ачи район Нхаи колахари борвири
и будучи современные доработки, очень злой, че коллеги дал, даже был министр МВД, Дружин Магомед Челана, вот Акушинский район, с 1 сентября я где-то обращаться к Махачкал, здесь психолог, где холоз, апрохолоз их здесь курсарт, ханухтанувати, но аивки ахти недобросовестные, где властный руководитель, особенно Амишлу Зодзо, чей район, зачем актив ожидач, где колах генеральный гимарда, и конкурс тимаца, когда холозу. Днем назад Аллах да ему глават просьба терви конкурса, минута баса на день число конкурса, что иштиракного малимар, а не в первую очередь вери эти ходатайства на награды и республики, и России, в первую очередь и Нариман Сумсович спрашивал, и Саид Мусинович, и конкурса, и те нетижи, не обязательно, видно, во-первых, я пождатуша, вот они на это удаляют внимание чиновника, колокольни, фикер доходов. Замаду зази, фикер ахтидя, классный руководитель для гзаф аслуния, колаха зачистки, колах, кайкватхана конкурсатани, это, по-моему, одни из лучших наших классных руководителей. Но не только чинака сад, проект Пучка, Гана, Адал Великиташи, но и будет обмен опыта, наверное, Мадни Ксая друг друга перед почти Ксан момента учитель Казчизу, он пока сам учится, он учитель. Предлагаю и коллективу Евхаристийской школы, хочу выразить знание, благодарность за организацию этого проекта, за честно эти дюшатарные хану и конкурсные пилоты, жюридизм за просицу объективности, я не сомневаюсь в вашей, что бери Амуна Саладзе предложением, мы отметим всех конкурсантов, очень зло это зачем района Кодвишни 496 классных руководителей, если я не ошибаюсь, Иисус 503 водир. И конкурсов хотя бы 15-20 человек. Ну, выбрали лучших, это Китайбур Аллахе. Көзверидас за Бажулас Уксан, Махкер Чанди Савол, Колах Тагал Кунар, терпение, Кю Кадировой, Кю Захмет Кадировой, ученика, родителя, благодарны вам. И Дюнядан за спазу Исляху Алханату, и че вахтуна от физой операции не питахана, вирида очень мирный, просто закон созидательный, имеда Омарда. И хеда Амач уже подходил моди канун одного из таких светлых праздников, да? Хотел бы поздравить вас с наступающими праздниками. Это такой праздник, ну, особенно че Тимре, это праздник связан именно с детей Тарция, именно Кез, Джоди Саво, Хазанда, Исляхо, Хтулурка, Баларика, Вири, близкий Санрика, Ток, Шатхабарат, Саво. К вам, дорогие наши педагоги-наставники, обращаются наши воспитанники. У великих профессий устав непростой, подвиг духа вершить неустанно. Не с того ли был выбран мудрой судьбой символ лебедь, знак верности давний? Белоснежная стая летит в облаках, осеняя земную обитель. Да пребудет священный на всех языках твое гордое имя, классный руководитель. Спасибо вам за ваш бесценный труд. Он жить в сердцах останется навечно. Пускай удачу не все вам несут, а радость будет яркой и беспечной. Тепло души прекрасной пусть цветет, приносит в жизнь любовь и нежность, счастье. Открытие новых свет зовет вперед, а вдохновение никогда не гаснет. Спасибо за труд, за добро и заботу, за помощь, поддержку в школьные дни. Вы душу вложили, когда на уроках порою ошибки делали мы. Ошибки бывают важнее школьных, уроки бывают, и жизнь нам дает. И в них вы нам тоже были опорой, и словом, и делом вели нас вперед. Спасибо, еще раз большое спасибо. Мы память о вас в душе пронесем, и жизнь проживем так, как вы научили,
Еще раз спасибо, спасибо за все. مرحمة الله عزيز إنسان شيرنا نجاز بيسنك سام قادو بني مشغول إنسان ولاي خلوط أرمالي بukvar çağı vugana küne açıkna ilimrin sehne vibalaydı kura şehre velik fidayrek ermali Ксан муалим хун бадал, вичегуз вай илим, ва анкачуз вай аяла, жуваз хушхана канда. Mualim viчин fikirdim kamatya, an hiçir bile terbiyelamışuna hayitani elindiya. Rahaday kaydaya, çehida kalas, çirna açukna rek mualim. Bunye çacıraydi, düz geliz kiz, bunye çirikerin nur mualim. Bunye çacıraydi, düz geliz kiz, bunye çirikerin nur mualim. Bagda, держать кукус, Азуря айори звичайний гуз. Бубах из кайгуда, жеда харюбуз, Баларин дерденик мун муалим. Вон я чачирайди, düz geliz kiz, Вон я чирикерин nur mualim. Вон я чачирайди, düz geliz kiz, Вон я чирикерин nur mualim. Rahaday kaydaya, çehida kalas, çirna açukna rek mualim. Bunye çacıraydi, düz geliz kiz, bunye çirikerin nur mualim. Bunye çacıraydi, düz geliz kiz, bunye çirikerin nur mualim. Bunye çacıraydi, düz geliz kiz, bunye çirikerin nur mualim. Bunye çacıraydi, düz geliz kiz, bunye çirikerin nur mualim. Педагоги все прекрасны, каждый чем-то, да хорош. Только лучше наших классных не старайся, не найдешь. Настало время пригласить участников конкурса на сцену. Али Султанова Наиля Али Султановна, класс в Исмаилова Зарина Жавединовна, классный руководитель 3-го класса Эминкюрская СОЖ имени Абдула Саидова. Исмаилова Альбина Джавудиновна, классный руководитель
Картостальская ЗОЖ имени Героя России Радима Халева. Гасанова Гюлас Момент, классный руководитель 4 класса Ашагастальская ЗОЖ. Шахрадимова Флорида Мутагировна, классный руководитель 3 класса Куркенская ЗОЖ номер 1 имени Радимова. Ламетова Раиса Зайнудиновна, классный руководитель 9 класса Перехановская ЗОЖ номер 1. Уважаемые конкурсанты, для того, чтобы мы могли ближе познакомиться, давайте я задам вам один вопрос. Закончите фразу. Классный руководитель – это… Самый лучший, самый классный. Вторая мама. Наставник. Друг, помощник, советчик для детей, который любит детей и свое дело. Как девушка для ребят. Вторая мать. Наставник, самый лучший учитель. Вот какие они, наши конкурсанты. И до того, как начнется конкурс «Визитная карточка», нам необходимо провести жеребьевку. Вы пишите, дали свой номер и объявите этот номер на жюри. Да, первый номер, каждый себя может объявлять, пожалуйста. Первый номер кого? Шизулаева Альбина Джавидовна, Картостальская средняя школа. Ага, первый номер пишем. А теперь разрешите представить вам многоуважаемое и компетентное жюри. Бабаханова Маминат Аббасовна, директор информационно-методического центра администрации муниципального района Сулейман-Стальский район. Абдусилимова Венера Ханбердиевна, заместитель директора информационно-методического центра администрации муниципального района Сулейман-Стальский район. Усманова Хамидат Магомедовна, заместитель директора информационно-методического центра администрации муниципального района Сулейман-Стальский район. Аллахвердиева Саят Кужбековна, методист информационно-методического центра. Амарбекова Джамиля Шахабудиновна, призер республиканского конкурса «Самый классный классный» 2019, классный руководитель 11 класса Косункенская СОЖ номер 1. Слово для ознакомления с условиями конкурса предоставляется заместителю директора информационно-методического центра администрации муниципального района Сулейман-Стальский район Абдусилимовой Венере Ханбердиевне. Спасибо. Hürmetli çiğ konkursta iştirakçılar, hürmetli çiğ malimler. Zasiften nubata köz mübarek izganza, kani suvar, elbette им суваря, kani çiğ конкурс лучший классный руководитель 2023. Управление образования приказ Бенедалас Элет Хузвайдя. Çiğ конкурстис заочный турдис Ганва Саки ципут классный руководитель ципут школа да. Хабрухайчна отборочный тур да проходить ханва ругут иштиракчи конкурсти кудного финал диске кез малумтировал и школа да физва финал конкурса самый классный 2023. Hürmetli конкурсанта, elbette им яке ихте тежрибания ки яке ихте ответственность я кани конкурста хардовичи школа представится, хардовичи класс представится, зас кез вирдас Лугузганзова кез вирдах агалкунар кура кез и конкурста яке ихте опытный жеда садовая качуда калахарный кез акода и лугудавол пусть победит сильнейший.
Конкурсти положение бинеда лаз конкурс Калефида Кэчи номинации, да, садлагая номинации я за творческий конкурс, почему я работаю классным руководителем, творческая презентация. И номинация чек Калефида цуд минута күне кюфи кирарлахана года күне учись классный руководитель или балах завода. Хихти хиир квека айолрис хукуматис авода. Эдлагая номинация я звучи защита программы деятельности. Программа деятельности классного руководителя хочу задать сашмуд направление дика ибарат тирди, как кунячи жюриди, афикир дизгана года са направление, куня учится направление хкяновата и ха направление как кунячас защита программы номинации да ихтилит харуна года ха направление куня учится хкяновата и хихтик валахар ха направление да куня аялдрих колост хузвата. Мациферда кяпагол унакуй саграй. Уважаемые конкурсанты, просим вас занять ваши места в зале и готовиться к первому испытанию конкурса «Творческая презентация». Почему я работаю классным руководителем? Регламент 10 минут. Настоящего патриота своей отчизны. Приветствуем вас! Мы будем стремиться к победам в учебе и спорте. Вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению Отечеству. Мы вместе, мы едины! Педагогом быть ее призвание прилагает максимум стараний, чтоб ее любимый класс лучше в школе был у нас. Для нее, ребята, большая награда быть учителем такого суперкласса. Мы разные отчасти, и лишь в ее власти сильным и сплоченным класс наш держать. Говорим спасибо больше, чем кто-либо. Чувствуйте, встречайте. Лучшее в районе. Это наш учитель Альбина Джавидовна. Я классный руководитель 3 А класса. Многому я научился у своих наставников, еще больше у своих товарищей, но больше всего у своих учеников. Я родилась и выросла в селе Артастан, селе, которое смотрит на Шалбуздак и Базар-Дизюр. Великолепие пейзажа заставляет человека задуматься. Учитель не тот, который учит, а тот, у кого мы учимся. Я училась в Артастальской средней школе. Моим педагогом моим первым учителем была Серхаева Лели Бабаевна. Учитель, который фанатично любил свою профессию. После окончания 9 класса я поступила в Дербентский педагогический колледж. После окончания колледжа я получила специальность учителя начальных классов.
Дорога жизни меня приводит в Автостальскую школу, где лучший коллектив и лучшие традиции, а самое главное – прекрасные наставники. Зоя Магомед-Шафиевна. Непревзойденная Зоя Магомед-Шафиевна, достойнейший образец для подражания и мой учитель зрелости. Спасибо вам. Директор Ифрит Абшировна, человек, который верит в нас, дает зеленый свет нашим начинаниям. Мое начало классного руководителя. Лучшее, что случилось со мной, и лучшие дети, которые я встречала, мой выпуск. Спасибо, что вы в моей жизни. Согласие между учителем и учеником, легкость учения, возможность для ученика думать самому себе представляют то, что зовется умелым наставничеством. Конфуций. Я работаю классным руководителем уже 10 лет. Уча других, мы учимся сами. Мои ученики. Моей целью стало облагораживание души, сердца ребенка, развитие ее личностных качеств. Эта цель почти достигнута. А вот и мой любимый класс. Мои детишки. Каждый из них личность многогранная, интересная. Каждый играет свою роль в жизни класса, соответствующую его интересам, двигая класс к успеху. В нашей школе классов много, только самый лучший наш. Мы, ребята, просто супер. Мы, ребята, просто класс. Давайте познакомиться. Глава класса Назиля. Совесть нашего класса. С первого класса все знают ее номер наизусть. Умеет сплотить и направить деятельность коллектива в нужное русло. Неординарная, активная девочка. Любит книги и кино. Помощники Золушки, они следят за внешним видом одноклассников, за чистотой класса, жизнерадостные, общительные, добродушные, обожают мультфильмы. Алина, Алия, Цкер и Наргиз. Хранители порядка отвечают за дисциплину и за порядок в классе. Мухаммад, Муслим, Диана – самые скромные, миролюбивые, во всем любят порядок, не любят лишние разговоры, заслуживают уважения. Главные художники наши отвечают за художественное оформление класса. Алия, Марьям, Диана – творческая сила коллектива, увлекаются компьютерными играми, обожают сладости. Хранители природы. Ума, Милена, Иса. Старательные, терпеливые, пример для подражания в учебе. Чемпионы, настоящие джигиты и непоседы, отвечают за спортивные достижения класса. Иса, Низами, Муслим – самые прямолинейные люди, которые любят, думают, преубедить их ни в чем невозможно, мечтают о спортивных карьерах. А вот и наши акробаты Ангелина и Муслим. Целеустремленные, амбициозные, не любят проигрывать, любят изучать мир вокруг. Друзья бременских музыкантов организуют внеклассные мероприятия и аккомпанируют их. Зейнудин и Алия. Всегда улыбчивые, крайне творческие ребята. Сейчас у нас уже сплоченный коллектив. Да, сейчас они такие дружные, самостоятельные. К этому шли мы 2 года. Для меня лейтмотивом стали слова Аманашвили. Каждый ребенок, пришедший в этот мир, это явление и чудо. Мое кредо – любить, понимать, принимать, сострадать и помогать.
Мне кажется, что для воспитания детей нужен не великий ум, а большое сердце. Уча других, мы учимся сами. Без родителей никуда. Родители – полноценные участники воспитательного процесса. Спасибо им. А как многого мы любим творить вместе. Мы с честью носим звание героя. А мы против коррупции. Мы друзья природы. Все усилия при воспитании окажутся тщетны, пока вы не научите своих воспитанников любить поле, птиц, цветы. Рескин, английский писатель 19 века. Осень и зима не проходят без следа. Мы танцоры. Настоящее образование включает хорошо петь и танцевать. Вместе к здоровью. Моя наука – жить и здравствовать. Лукреций. Наше творчество, порыв к творчеству может так легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Умелец да рукоделец себе и людям радость приносит. Наши умелые ручки. Мы дружим с ПДД. Проводим брейринги и КВНы. Дети – это живая сила общества. Без них оно представляет бескровным и холодным. Учение – это лишь один из лепестков, цветка, который называется воспитанием. Сухомлинский. Наши ученики занимают места в районных олимпиадах и ежегодно участвуют в олимпиадах и конкурсах. Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника. Классный руководитель. В этих словах гордость за оказанное доверие. Мы говорим, мои дети, это они действительно уже за первые недели общения становятся нашими детьми. Дети, родители, учителя на долгие годы становятся одной семьей. И какой будет жизнь семьи зависит от классного руководителя. Ведь школа – это мастерская человечности. Детей надо любить и с ними заниматься. Тогда у них расцветают чудесные цветы талантов. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Школьная социализация ребенка начинается со ступени начального образования. Профессиональные стандарты диктуют множество требований и компетенций, которыми должен обладать педагог начальных классов. Я считаю, что учитель – это в первую очередь не профессия, а призвание, вид профессиональной деятельности, в котором человек растет и развивается всю жизнь. Я каждого человека состоит из представлений себя в прошлом, себя в настоящем и себя в будущем. Такие представления позволяют увидеть индивидуальный рост личности, понять и осознать побудительные силы выбора и направления профессиональной деятельности и саморазвития. Я, Саид Гасанова Гюла Саидмамедовна, учитель начальных классов Ашагастайской средней общеобразовательной школы. Я являюсь выпускницей Дербенского педагогического колледжа. Вспоминая себя в детстве, я могу отметить, что всегда испытывала жажду знаний и с нетерпением ждала, когда же школа распахнет передо мной свои двери. Помню, с каким восторгом и ликованием я впервые переступила порог школьного класса. Я смогла сохранить и не растерять это чувство радости и возвышенности на протяжении всего периода обучения в школе.
Именно в начальной школе я впервые услышала стихотворение русского поэта Роберта Рождественского «Школьным учителям», в котором есть замечательные строки. «Учитель – это профессия дальнего действия, главное на земле». Эти строки запали мне в душу. Я часто вспоминаю свою первую учительницу Шахдибееву Несейху Зайнудиновну, которая смогла открыть для меня мир в его многоаспектности, в его качественном своеобразии. Казалось, что она знает все ответы на все вопросы, возникающие в детской голове. Следуя по пути к своей мечте, я выбрала самую творческую, ответственную профессию на всю жизнь – учитель начальных классов. И в 2005 году я поступила в Дербентский педагогический колледж. А работать учителем начальных классов я начала с 2011 года. Этот год памятен для меня семейными трагическими обстоятельствами и кризисом идентичности. Именно работа в школе с детьми стала для меня стимулом к жизни, наполнила мою жизнь смыслом. Как молодой учитель я всегда вызывала большой интерес у своих учеников и коллег. В первую очередь связанной со сферой моих способностей и профессиональных интересов. Я постоянно расширяю сферу своих профессиональных знаний, повышаю на специальных курсах свою квалификацию, посещаю вебинары, семинары, педагогические советы. Моим любимым делом, хобби является творческая организация детей. Я являюсь куратором, руководителем театральных постановок, танцевальных номеров. Мне доставляет истинное удовольствие видеть, как раскрывают свои скрытые способности и таланты дети. Я чувствую гордость за то, что я являюсь причастной к этому процессу. Наше выступление мы покажем в конце моего выступления. В настоящее время я являюсь классным руководителем в 4 классе. В моем классе учатся 8 мальчиков и 8 девочек. Я в первую очередь воспитываю в своих детях социальную активность и ответственность за себя, за близких. Всегда повторяю, что в любой ситуации мы должны оставаться людьми, быть добрыми, честными, отзывчивыми. Я предпочитаю демократический стиль общения, предполагающий уважительное отношение к индивидуальности, к мнению, который позволяет уважительное отношение к их и дает возможность свободного естественного развития. Дети рассматривают меня как наставника, старшего товарища, могут обратиться ко мне со своими проблемами и получат от меня помощь и поддержку в решении этих проблем. Для сплочения ученического коллектива организовываются мероприятия, встречи с интересными людьми, конкурсы. Дети принимают участие в календарных мероприятиях, концертах, выставках. Кроме того, понимая важность семейного воспитания в своей профессиональной деятельности, я большое внимание уделяю укреплению семейных связей и созданию условий для гармонизации детско-родительских отношений. С родителями я поддерживаю связь в социальных сетях, мессенджерах, чатах, провожу индивидуальные и групповые консультации по вопросам воспитания и обучения детей. В период обучения в школе мои дети принимали участие и занимали заслуженные призовые места в школьных, муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах. А также мы принимаем участие в мероприятиях, проходящих на базе Шагастальской сельской библиотеки. 9 мая мы с моими учениками, с баннерами и плакатами членов их семей, ветераны Великой Отечественной войны, прошли в составе Бессмертного полка. Участие в Бессмертном полке очень запомнилось моим детям. Они смогли прикоснуться к истории России, к истории своих семей и семей односельчан. Кроме того, я хочу отметить свою устремленность в будущее, рассказать о дальнейших профессиональных планах и намерениях. В ближайшем будущем я планирую участие в семинарах, педагогических советах, вебинарах по обмену опытом организации учебно-воспитательной деятельности в начальной школе. С целью личностного саморазвития я планирую принять участие в тренинге личностного роста, а также в тренинге, направленные на профилактику эмоционального выгорания.
Таким образом, я могу назвать себя современным педагогом, учитывающий прошлый, развивающий настоящий и прогнозирующий будущий опыт. Ведь педагог начальных классов – это один из первых учителей, самый первый капитан на мостике корабля жизни ребенка, который дает старт его развитию, обучению, а также тому, чтобы в будущем ребенок смог стать собственным капитаном своей жизни. Спасибо. Сейчас мои ученики, мои ученицы покажут вам танец. Уважаемые коллеги, гости конкурса, члены жюри, я рада приветствовать вас на конкурсе «Самый классный». Как говорил Генри Форд, прийти вместе – это начало, остаться вместе – это развитие, а работать вместе – это успех. И сегодня я хочу рассказать вам, как я добиваюсь успеха. Я, Шихрагимова Флорида Мухагировна, учитель начальных классов и физической культуры в Куркетской средней школе номер 1 имени Рагимова. Родилась я в семье учителей. Мой отец, Шихрагимов Лутагир Малудович, многие годы работал в нашей школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе и учителем химии. Он был учителем с большой буквы, заслуженным учителем, отличником образования Республики Дагестан, почетным работником Российской Федерации. А еще он был для меня не только отличным отцом, но и учителем и классным руководителем. Моя мама, Шихрагимова Лида Надировна, 50 лет работала в школе учителем начальных классов. В моих жилах течет кровь этих родителей. Именно они воспитали во мне чувство любви к жизни, к миру, к детям. Вот почему я выбрала профессию учителя, классного руководителя. Она родилась вместе со мной. Училась я в Куркетской средней школе номер 1. Училась отлично, занималась спортом, входила в состав волейбольной команды школы. Наша команда занимала призовые места в районе. Окончив школу серебряной медалью, я поступила в Дербенский педагогический колледж.
И там я вошла в состав волейбольной команды училища. Окончила учебу, получила образование учитель начальных классов с правом преподавания физической культуры. После окончания училища я вернулась в родную школу. Было чуть-чуть страшно. Смогу ли я? Но все страхи остались позади. Я быстро нашла все пути сближения с детьми. Любить работу в наше время сложно. И труд подобный увлечет немногих. Но отказаться просто невозможно от выбранной судьбой нам дороги. Вот уже 26-й год я работаю учителем и хочу сказать вам, что школа – это удивительный мир, который не дает составиться душой, никогда не расставаться с замечательной стороной детства. Классным руководителем я работаю уже 10-й год. В данный момент являюсь классным руководителем 3-го класса. Каким же должен быть современный классный руководитель? Какова его роль в современном воспитательном процессе? Этими вопросами задается каждый из нас. У каждого свой ответ. А я считаю, что настоящий классный руководитель – это мудрый воспитатель, который умеет видеть в своем воспитаннике личность, уникальную, неповторимую. Я учитель начальных классов. Я первый учитель, который входит в жизнь ребенка и его семьи. Мечта каждого классного руководителя – создать единый, дружный коллектив. Работа классного руководителя будет более эффективна, если ее осуществлять систематически и всегда помнить, что есть мощное орудие – коллектив детей. Ученика воспитывает дух коллектива. Это то живое пламя, горючий материал, который является единая воля, тесная дружба, деловое сотрудничество, отличное взаимопонимание, содружество, сотоварищество. И регулирует это пламенем классный руководитель. От него зависит, потухнет этот факел или будет гореть все ярче и ярче. Главная роль классного руководителя – поддерживать огонь в каждом ребенке. В своей работе я стараюсь всегда поддерживать своих детей, подбадривать их. Главным успехом своей работы я считаю уважение и доверие своих подопечных. Их желание вместе с коллективом активно творить, развиваться, совершенствоваться. Конечно же, я мало чего достигла без помощи родителей. Тесное сотрудничество с родительским комитетом помогает мне правильно спланировать воспитательную работу в классе. В этом мне помогают беседы, классные часы, родительские собрания, акции, анкетирование, проектирование, а также все праздники, которые мы проводим вместе. Каждый ребенок в моем классе – это целый самостоятельный мир, готовый отдать многое ради меня, ради всего класса. За каждого своего ученика я болею всей душой. Это наполняет мою жизнь смыслом. Я не одна, я все делаю со своими детьми. Мой 3-й класс – один из лучших в школе. Они активны, дисциплинированы. Они являются участниками и призерами различных конкурсов, постоянными участниками всех школьных мероприятий. Мой Агадет Джамал радует нас своим пением на всех школьных мероприятиях и праздниках. Шайдаева Фатина и Абдулаева Ханум являются участниками онлайн-конкурсов чтецов «Ручей хрустального языка родного» и «С любовью к русской учительнице». Коллектив моего класса стал призером муниципального конкурса «Праздник волшебства» номинации «Мультфильм». Все мои ученики, зарегистрированные на различных сайтах и платформах, являются участниками, призерами, победителями различных конкурсов, марафонов и дистанционных олимпиад. Мои дети, мои классы никогда не расстаются со мной. Любовь к спорту у них, как у меня, заложена с детства. Я организовала в школе волейбольную команду девушек из тех учащихся классным руководителем начальных классов, которой была я. Мои девушки были призерами и победителями районных соревнований. Мои ученики заняли 2-е место в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо» 2 года подряд, а по медицине они были 1-е. Моя ученица Шахрагимова Самира участвовала в республиканском конкурсе «Народу много, страна одна».
Все видео этих конкурсов, открытых уроков, неклассных мероприятий я монтирую сама с помощью программы Sony Vegas Pro 13. А также у меня есть свои личные достижения. Я была призером муниципального конкурса «Учитель года 2013». В 2012 году я организовала в школе женскую волейбольную команду учителей, и с этого года наша команда участвовала во всех спартакиадах работников образования, и мы были всегда первые в районе. Первой я была по шашкам и в зоне Дагестана. А в 2016 году я участвовала в финале спартакиады и заняла второе место в республике по шашкам. В прошлом году наша волейбольная команда заняла второе место в районном турнире среди взрослого населения. А в 2017 году я заняла первое место в районном турнире по настольному теннису. И в этом же году я участвовала в фестивале песен и танцев народов Дагестана. И в номинации стихотворения я заняла первое место. В 2021 году меня наградили грамотой за многолетний добросовестный труд в системе образования и почетной грамотой Республики Дагестан. Моими результатами радуются дети. Дети радуют меня своими результатами. Я считаю своим педагогическим кредо именно любить, вкладывать, воспитывать и развивать. Мои воспитанники умеют радоваться и сопереживать, дружить и верить в свои силы, всегда выбирая верные жизненные решения. Я стараюсь, чтобы каждый из моих воспитанников чувствовал себя частью большой дружной семьи. Чтобы каждому хотелось идти в школу, чтобы он ждал встречи с одноклассниками и с учителями и верил, что его ждут с радостью. Я учитель самый классный. Мама, друг, сестра, жена, вроде все мои прекрасны. Уж поверьте мне, друзья, воспитать, учить, спеть песню, обогреть, физкульт-привет. Как же это интересно! А еще кормит, одет. Дети все мои счастливы, все душевные и красивые. Моя классная семья. Спасибо вам за внимание. Пусть будет мир на нашей земле. Спасибо. Добрый день, уважаемые члены жюри, уважаемые коллеги. Я, Исмаилова Залина Джалудиновна, учитель начальных классов Именхюрской средней общеобразовательной школы имени Абдулла Саидова. Я очень рада принимать участие в этом конкурсе педагогического мастерства, познакомиться с опытом коллег, поделиться своим опытом. Дети – это наше будущее, и очень волнительно осознавать, что это будущее отчасти зависит от себя. Роль первого учителя всегда была значимой, и эта значимость с годами возрастает. Процесс социализации начинается у ребенка в детстве и продолжается всю жизнь. Социально-личностное развитие происходит успешно при условии его непрерывного осуществления, то есть включения во все моменты образовательного процесса. Как говорил Сухомлинский, игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. Я считаю, что современный учитель – это друг, помощник, советник для детей, который любит детей и свое дело. Работа педагога – это творчество. Современный педагог должен иметь активную и жизненную позицию и ответственный подход к своему делу. В своей работе я стараюсь соответствовать званию современного педагога, идти в ногу со временем, быть в курсе последних новинок науки и образования. Постоянно занимаюсь самообразованием, посещаю вебинары, семинары и так далее. Каждый ребенок для меня это звездочка, это индивидуальность, с которой мы, педагоги, находим индивидуальный подход, используя при этом разные методы и приемы обучения. Каждый педагог – это тоже индивидуальность, и у каждого педагога есть своя педагогическая находка. Социально-личностное развитие. Сегодня я хочу представить вам свою педагогическую находку использования игровых технологий в социально-личностном развитии школьников.
Социально-личностное развитие – это формирование верного отношения ребенка к себе и к окружающему миру, а также социальных мотивов и потребностей. В своей работе я ставлю перед собой цель создания благоприятных условий для формирования различных личностей детей школьного возраста. Воспитанию и развитию детей школьного возраста также посвящены труды различных отечественных и зарубежных ученых. Например, Фрёбел разработал теорию игры в учебном процессе. Теории игры также посвящены труды Ушинского, Макаренко, Сухомлинского. Игровая педагогическая технология – это организация педагогического процесса в форме различных игр. Социально-личностное развитие осуществляется с помощью таких игровых технологий, как сюжетно-ролевые игры, театрализованные, словесные, дидактические игры и игры драматизации. Использование на практике игровых технологий требует соблюдения определенного алгоритма, который представлен на слайде. Значение игровой технологии в том, что она является первым шагом социализации ребенка в обществе. Очень любят дети театрализованные, сюжетно-ролевые. В ходе таких игр развивается фантазия, логическое мышление, проявляется качество лидера, усваиваются знания, формируются умения. Активно вошла в жизнь нашего класса проектная деятельность, изучение снежинок, моя дружная семья, радость труда, где дети с удовольствием выполняли поручения взрослых. Вот День матери, например, 23 февраля. Активными участниками являются еще и родители, которые подключаются к образовательному процессу. И очень важно, что из пассивных они становятся активными участниками совместной деятельности. Чем теснее налажен контакт с родителями, тем легче работать с детьми. В моей работе мне помогает профессиональное общение с коллегами, наставниками, руководителями метод объединений, участие в работе семинаров, профессиональных конкурсах, олимпиадах. Все это дает мне возможность профессионально расти, развиваться, совершенствовать свои профессиональные компетенции. Работая учителем, я могу сказать, лучше моей профессии нет. Она заставляет забывать все огорчения и обиды. Взаимная любовь с детьми делает меня энергичной, счастливой. Благодарные лица родителей вдохновляют на дальнейший труд. И если передо мной еще раз стоял бы выбор профессии, я, безусловно, выбрала бы профессию учителя. Мы маленькие звезды, вместе с нами танцуй, вместе с нами сыграем движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто с нашей классной супер круто, эй! общеобразовательной школе имени Абдулла Саидова. Такие яркие, энергичные и все разные мои дети, мои звездочки. Спасибо за внимание. Самая творческая, самая креативная, самая решительная, самая замечательная, самая прекрасная и, наконец, самая классная мама! Добрый день, уважаемые коллеги, жюри.
классных руководителей. Думаю, этот год будет для меня очень значимым. Потому, во-первых, у меня выпускной 9 класс, а во-вторых, год учителя и наставника я удостоилась выступить в таком прекрасном конкурсе. Классный класс, самый классный. Часто нас называют вторыми мамами, и это мне очень нравится. Думаю, детям важно, чтобы их понимали, любили, ценили, а еще хвалили. Многие не получают этого дома, в семьях, и они добирают от классного руководителя. Пока все мое педагогическое кредо. Педагог, он вечно созидатель, он жизни учит и любви к труду. Я педагог, наставник и воспитатель, за что благодарю судьбу. Мой девиз: чем больше детям отдаешь, тем больше остается. Профессию учителя я прошла непросто. Учителя занимают особое место в жизни каждого человека. И у меня также сыграл большую роль учитель немецкого языка Александр Сережкинович Милан. Жизнь должна быть интересной. Для этого нужно ее наполнять чем-нибудь новым. Изучение нового языка для меня интересно. Wer eine Fremdsprache nicht kannte, weiß nicht von seinem eigenen. После окончания института переквалифицировалась на педагога-психолога. С детства нравилось сравнивать, обобщать, решать и делать выводы. Вот уже 33 года работаю педагогом-психологом и параллельно веду классное руководство. Мы все знаем, что в последнее время наше государство, особенно Владимир Владимирович Путин, уделяет большое внимание воспитанию, также работе классного руководителя. Перед нами стоит большая задача – воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. В основе моей воспитательной работы лежит направление физическое воспитание, формирование культуры и эмоционального благополучия. И для этого разработана программа «Лидер 21 века», задачами которой является стимулировать познавательную деятельность, формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни. У нас сегодня присутствуют все содержания этой программы. Это школьные дела. Наше участие в конкурсах, акциях, мероприятиях, общешкольные праздники, всероссийские мероприятия, акции, всероссийские мероприятия. Нешкольные дела. Очень нравится ходить в походы, экскурсии, которые мы проводим часто, а также мое участие на 2 республиканских слетах РДШ. Это круто! Нешкольные дела. Я не представляю свою жизнь без спорта. Люблю все, что связано со спортом, особенно волейбол. Я являюсь организатором мероприятий спортивных в классе. А еще я участвую в спортивных мероприятиях. Я выбираю здоровый образ жизни. Большое значение имеет с 1 сентября этого учебного года внеурочные занятия «Разговоры о важном», как учебный предмет. И это неспроста. И мое мнение, действительно, это нужный цикл классных часов неурочных занятий. Следующий модуль – профориентация. Главное, на выбор профессии влияет профподготовка, и особенно встречи со специалистами, экскурсии на разные учреждения, классные часы с психологом и многое другое. После этого я поняла, куда хочу идти. Я хочу стать медсестрой. Социальное партнерство. Ежегодная реализация проекта «Копилка доброты», посещение детей с ОВЗ, шефство над памятником участников войны. Устраивая праздники детям детского садика, я поняла, насколько это нужное дело и благородно. Учимся толерантности к детям с ОВЗ и ответственности. Профилактика. Это пропаганда и привитие здорового образа жизни, пропаганда культурно-семейных ценностей и вовлечение проекта по профилактике. Следующий модуль – это взаимодействие с родителями. Хочу сказать спасибо замечательному человеку, замечательному учителю Раисе Зиновьевне.
Нам очень повезло с классным руководителем, так как Раиса Зайнудиновна не только отличный педагог, но и душевный, отзывчивый, прекрасный человек. Я очень благодарна ей за ее труд, за понимание, за особый подход к своим ученикам. И, конечно, я в центре классное руководство, составляющее звено моей программы. Вы сделали наш класс семьей. Для каждого вы стали близкой, родной. Частичку любви, доброты и тепла, что ваша душа подарить нам смогла. Одной из важнейших моих задач как классного руководителя является создание сплоченного коллектива. Считаю, что совместные походы, экскурсии как раз в этом отношении важны. Сейчас я могу уверенно сказать, что мой класс очень дружный, и что в каждом приключении мы постоянно поддерживаем друг друга и учимся работать командой. Главная задача нашего коллектива. Уже сегодня мы можем быть здоровыми и успешными. Только выберите правильный путь, а страна тебя поддержит. Ведь Россия – страна возможностей! Настоящий педагог должен быть творческим и успешным, а классный руководитель тем более. Я убедилась в том, что успех приходит тогда, когда проявляешь искреннюю любовь к детям. Современному обществу нужны не только образованные, но и воспитанные, творчески духовно богатые. Являюсь большим любителем создания творческих проектов и видеороликов. Это уже я учу своих воспитанников. Проект «Своих не сдаем», посвященный памяти героя Российской Федерации Зайнуддина Батманова, против терроризма занявший 3-е место на республиканском конкурсе «Твой подвиг не забыт», проводится ежегодно мною по своей методической разработке. Проект «Копилка доброты» также реализуется как в школе, так и в своем классе. Ребятам нравится быть занятым и быть полезным обществу. В чем же трудность классного руководителя? Дети нуждаются в опытном и мудром наставнике, поэтому учитель несет большую ответственность за будущих учеников. Это, наверное, самое сложное в классном руководстве. Иногда я возвращаюсь домой и думаю, правильно ли я поступила, верно ли дети поняли мой посыл и как на них это отразится. Для этого я всегда работаю над своим самообразованием, прохожу курсы повышения квалификации. Самое большое повышение прошло в октябре этого года. Выиграть билет на 2-й всероссийский форум. А за будущее – это значит за молодежь. Каждый из вас – это ролевой пример. Выиграть билет на 2-й всероссийский форум классных руководителей, который состоялся в Москве 22-23 октября по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В Москве сегодня завершился 2-й всероссийский форум классных руководителей. Он собрал почти 1500 участников со всей страны, включая новые регионы. Преподаватели как опытные, так и начинающие. Кроме того, в этом году на форуме выступили с предложением создать ассоциацию классных руководителей, чтобы учителя со всей России все время были на связи с друг другом. Я привезла с собой не только впечатления, знания, но и конкретные инструменты для работы. Первым успехом моего участия в сообществе, думаю, стало участие в создании клипа гимна классных руководителей, который прозвучал на закрытии форума в гостином дворе. Я желаю попасть в этот прекрасный форум всем нашим коллегам. Вы все заслуживаете. Этот год будет не только годом профессионалам, а годом, которые любят свою профессию, которые горят своей работой и которые действительно вкладывают в нее душу. Ведь Россия – это страна возможностей. Я счастливый человек. Я учитель, классный руководитель. Пока я мечтать умею, пока я любить умею, я буду идти вперед. С годом учителя вас, дорогие учителя! Здоровья вам и творчества!
этом свете представить вам себя в хорошем свете. Без предисловия, сей же час, позвольте познакомить вас. Я Али-Султанова Наиля Али-Султановна, с той самой школы я, откуда вышли достойные народа сыновья, глава района, молодой ученый, меценаты наши дорогие. В общем, школа людьми прекрасными знаменита, где труд и дружба и покой царят. Школа наша как локомотив, в школе сильный коллектив. Все подруги и друзья, здесь скучать никак нельзя. Ну а я классный хоть куда, но пришла я все ж сюда. Натура сильная, живая, подвижный ум, ведь век же я. Учиться я всегда любила, трудолюбивою была. В Новом Узене в школу ходила, училась, трудилась и вскоре с дипломом домой воротилась. Любовь к профессии прививала учительница первая моя, добрая, любимая, мой самый первый классный руководитель. Ну и, конечно, одно из главных мест учительства по праву займет на пьедестале моя мама. 45 лет в педагогике. Вот это да! Находит всегда мне в поддержку слова. Научила любить и ладить с детьми. Всегда мне поможет на трудном пути. Вдохновением для меня была и семья. Но время шло. Мне дома стало грустно. И я нашла себе другое русло. А жизнь мою звонок вдруг изменил. В школу работать директор пригласил. О, сколько в этот миг было смятений, тревожных мыслей, радостных волнений. Боялась я, или справлюсь я, или нет. Но педагогом стать конечным был ответ. Сегодня за плечами работы 20 лет, и у меня свой класс. И мы с ним очень дружно шагаем уж 4-й год. Любой из класса патриот. Все с первоклашек хорошисты, энтузиасты, активисты, любители соревнований, спорта. Музей в поход всегда ура. Уборка в классе, возле школы, моя здесь сразу детвора. Без них бы я не состоялась, довольна классом я всегда. Не я, а класс мой самый классный, а вместе мы одна семья. Это ли несчастье? Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится рассуждать о мире глазами детей, находить в этом радость и удовлетворение, думать о детях, сопереживать их успехам и неудачам, любить. Да, для меня учитель – это не профессия, не общественное положение и не хобби. Для меня быть классным руководителем – это и значит жить и быть счастливым. Проходят годы, меняются времена, но не изменится никогда мое педагогическое кредо. Пришла в школу, улыбнись на пороге. Все, что отдашь, обратно получишь в итоге. Мои педагогические принципы. Люби ребенка, как душу свою. Умей выразить свою любовь словом, взглядом, интонацией. Люби. Все воспитание держится на этом слове. Обращайся с ребенком как с равным, как со взрослым. Воспитывай. Это значит побуждай способность любить. Перед собой я поставила ряд задач. Это прежде всего формирование классного коллектива, дружного, сплоченного, формирование нравственно-ценностных качеств учащихся, организация всех видов деятельности, которые помогли бы раскрыться ученикам индивидуальностям в моем классе. А решать эти задачи мне помогают мои дети и их родители. С ними у меня сложились хорошие, добрые отношения, взаимопонимание и сотрудничество. А это уже немало.
Хочется сказать, что ребята помогли мне понять, главное не воспитывать, а прожить с ними тот отрезок времени, который нам выпало быть вместе. При этом к воспитанникам относиться так, как хочу, чтобы они относились ко мне. Мне часто говорят, что мои ученики похожи на меня, что они такие же любознательные и энергичные, и я вижу в них свое отражение. Каждый день я смотрю в зеркало с красивым названием «Ученики», и часто вслед за Пушкиным хочется сказать: себя как в зеркале я вижу. Но скажу вам честно, что отражение мое не всегда мне нравится. Но это и хорошо. Значит, я способна меняться и менять. Помните слова Иоганна Гёте? Учатся у того, кого любят. И я думаю, что дети меня любят. Ведь я делаю все возможное для этого. И я считаю, что работа учителя, как и любая другая работа, может приносить радость лишь тому педагогу, который вкладывает в нее всю свою душу. И в качестве примера хочу рассказать хоть притчу. Путешественник встретил 3 рабочих, которые толкали его на движенном тачке. И спросил каждого, что он делает. Первый ответил: толкаю эту тяжелую тачку, будь она проклята. Второй сказал: зарабатываю на хлеб для своей семьи. А третий гордо произнес: я строю прекрасный храм. 3 рабочих делали одно и то же, но чувствовали себя по-разному. Для первого работа была каторгой, и он был очень несчастен. Второй чувствовал себя опорой и кормильцем семьи. В его ответе спокойное достоинство. Третий же служил прекрасной цели. Он был горд и счастлив. Счастье человека во многом зависит от того, какой смысл он вкладывает в свой труд, в свою работу и от влюбленности в свое дело. Учителем же быть может каждый, но стать настоящим учителем не каждому дано. Настоящий учитель лишь тот, душу детскую, кто бережет, кто собою владеет всегда, не унизит детей никогда. Настоящим учителем быть — это детям как солнце светить, быть для них как целебный родник, чтобы каждый напиться приник. На сцену приглашаются конкурсанты. Алисултанова Наиля Алисултановна. Исмаилова Зарина Джавидиновна. Фейзулаева Альбина Джаудиновна. Саидгасанова Бюла Сиратмамедовна. Шухарагимова Фарида Мутагировна. Маметова Раиса Зейнудиновна. Настал он миг последней встречи, и конкурс будет завершен. Не слышно будет споров, песен. Быть может, кто-то огорчен. Быть может, кто-то будет счастлив, что посетил его успех. Но мы ведь знаем, что к успеху дороги разные у всех. Для подведения итогов слово предоставляется Лере Хамердиевне. Спасибо. Так, уважаемые конкурсанты нашего сегодняшнего конкурса «Самый классный 2023». Уважаемые наши гости, уважаемое руководство Юхаристайской средней школы, первым долгом я хочу поблагодарить руководство школы во главе Кахриманова Расула Темезовича за предоставленную возможность организации данного мероприятия.
Хочу сказать вам большое спасибо и объявляю благодарность от имени Управления образования за сегодняшнее мероприятие. Спасибо. Так, во-вторых, хочу обратиться к нашим конкурсантам и обратить ваше внимание на то, что когда мы готовились к конкурсу сегодняшнему, мы готовились все по положению конкурса также. Так, при этом, при подготовке вам надо было учитывать, особое внимание уделять тому, какие критерии здесь оцениваются в этих номинациях. Первый у нас конкурс был творческий конкурс, почему я работаю классным руководителем, и вторая номинация у нас была защита программы. Первый конкурс, безусловно, все вы подготовились по критериям, а вот что хотелось бы сказать по второй номинации по защите программы, здесь были, конечно, допущены такие ошибки. Скажем, допустим, при защите программы надо было вам выбрать одно направление из программы деятельности классного руководителя, да, и особый акцент сделать на это направление. Почему вы выбираете это направление и какие механизмы используете для того, чтобы достичь цели, поставленной вами, с вашими воспитанниками. На это надо обратить внимание и вам, и нашим заместителям директоров по воспитательной работе, когда вы готовите конкурсантов на муниципальный этап конкурса. Спасибо хочу сказать вам всем. Объявляется вам особая благодарность от имени Управления образования, от нашего уважаемого жюри. Хочу поблагодарить за работу нашей компетентной жюри. Спасибо вам тоже. Так, я думаю, что человек, который сегодня представит наш район на республиканском уровне, он будет достойно представлять Сулейман-Стальский район на республиканском этапе, который пройдет в конце марта 2023 года. Предварительно хочу вас ознакомить с баллами, которые вы получили за эти две номинации. Алисултанова Наиля Алисултановна, Новопоселковая средняя школа. Первая у нас номинация была «Почему я работаю классным руководителем», это 222 балла. И вторая номинация «Защита программы» 197 баллов. Так, Исмаилова Залина Джавидиновна. Так, первая номинация 186 баллов и вторая номинация 180 баллов. Ламетова Раиса Зейнудиновна, Герихановская средняя школа номер 1. Первая номинация 235 баллов и вторая номинация 212 баллов. Так, Саидгасанова Гюласрет Мамедовна, Шагастальская средняя школа. Первая номинация получает 200 баллов, вторая номинация 195 баллов. Фейзулаева Альбина Джавидовна. Это первая номинация у нас 157 баллов и вторая номинация 174 балла. Но первая номинация чуть меньше, но по защите программы чуть больше она получает. Шахрагимова Флорида Мутагировна, Куркенская средняя школа номер 1. Первая номинация она получает 230 баллов ровно, и вторая номинация 237 баллов. Так, подытоживая итоги сегодняшнего нашего конкурса, мы получаем итоговый балл. Алисултанова Наиля Алисултановна, Новопоселковая средняя школа, получает 83,8 баллов. Исмаилова Залина Джалидиновна получает 73,2 балла. Ламетова Раиса Зейнудиновна получает 89,4 балла. Саидгасанова Гюласрет Мамедовна, Шагастальская средняя школа, получает 79 баллов ровно. Фейзулаева Альбина Джавидовна получает 66,2 балла. Шахрагимова Флорида Мутагировна, Куркенская средняя школа номер 1, получает 93,4 балла. Так, почетное право для награждения хочу предоставить директору информационно-методического центра муниципального района Сулейман-Стальский район Бабахановой Муминат Аббасовне и директору Юхаристальской средней школы Кахриманову Расулу Темезовичу. Пожалуйста.
Dat is ook Elbe. Nee, zo dat is goed van de Так награждается призер муниципального этапа республиканского конкурса «Самый классный 2023». Классный руководитель 3 класса Артастальской средней школы имени Радима Халикова Фейзулаева Альбина Джавадовна. Пожалуйста. Награждается призер 3 место Саидгасанова Юласред Мамедовна, классный руководитель 4 класса Ашигастальской средней школы. Награждается призер 3 место Исмаилова Залина Джанидиновна, классный руководитель 3 класса Ленинградской средней школы. Награждается Ламетова Раиса Зейнудиновна, призер 2 место, классный руководитель 9 класса 19-й средней школы номер 1. Призер 2 место Алисултанова Наиля Алисултановна, классный руководитель 4 класса Новопоселковой средней школы. Награждается победитель нашего сегодняшнего конкурса Шихрагимова Флорида Мутагировна, классный руководитель 4 класса Кулькенской средней школы номер 1. Так, слово предоставляется Балапанову Муминат Аббасовне. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые конкурсанты, уважаемые учащиеся Юхаристальской школы и коллектив Юхаристальской средней общеобразовательной школы. Мы от имени администрации Сулейман-Старского района, от имени Управления образования и информационно-методического центра благодарим вас за оказанную нам услугу, за оказанное доверие провести на базе вашей школы этот конкурс, муниципальный этап профессионального конкурса классных руководителей «Самый классный 2023». Я от нас всех поздравляю вас, уважаемые наши победители и призеры, с сегодняшней победой. Желаю вам успехов в этом году, педагога и наставника. Вы начали этот год с такой победой. Поэтому желаю всем и коллективу и данной школы успехов и процветания, мира и добра. Также мы хотим поздравить коллектив этой школы за организацию и проведение конкурса «Самый классный». Пожалуйста, руководство школы можете получить эту грамоту. Всем желаю здоровья, успехов, благополучия, мира на земле.